Вот смотрите, второй этот юзер от браузера Chrome. У меня вот здесь был главный браузер. Вот второй юзер появился здесь. То есть в следующий раз, когда я буду заходить со своим аккаунтом, который я вам показала, Юмагуль, Нуракун, я не буду уже вписывать свои пароли, она у меня здесь на ярлыке сохранена. Я, когда ее открою, я, получается, автоматом уже попадаю сюда. Теперь давайте попробуем загрузить еще один браузер, Firefox. Им тоже очень активно пользуются. Я просто хочу показать, если вдруг у вас на рабочем столе не окажется других браузеров, можете загрузить с сайта. В поисковике набираете Firefox. Можно Firefox браузер. Так, кто тут использует мой экран? Угу. Давайте, пожалуйста, не наводите ничего на мой экран. Сейчас я показываю участникам, как можно загрузить другой браузер. Если вы пользуетесь мобильным устройством, на мобильных устройствах есть Play Market. В Play Market вы также набираете Firefox, либо Opera. Вот видите, логотип выходит. У Firefox такой логотип Visa. Есть еще популярный браузер Opera. Тоже неплохой, давно он существует. Вот его логотип. Запоминайте, пожалуйста. Но чаще всего, кроме Chrome, люди пользуются Firefox. Давайте поэтому скачаем мы сперва Firefox. Мы зашли на официальный сайт mozilla.org. Загружаем. Просто нажимаем на кнопку «Загрузить». Если она официально, вот она, началась автоматическая загрузка. Вот она автоматически загрузилась. Давайте мы ее установим. Для этого вы нажимаете 2 раза. Все, кстати, все файлы, которые вы загрузили через браузер, они попадают вот в это место загрузки. Давайте на рабочем столе я вам покажу. Заходите в «Мой компьютер». И в правой части вы увидите загрузки. Вот все, что я качала через браузер, получается, у меня расположено здесь. Давайте Firefox установим. Для этого мы нажимаем 2 раза на этот Firefox. Инсталлер — это загрузочный файл. Помогает установить этот файл. Здесь система предупреждает, действительно ли вы хотите установить. Я знаю, что сама я скачала этот Firefox. Также определяю по логотипу. Да, я уверена, что хочу установить этот браузер на мой компьютер. Пока идет установка, я вам хочу сказать, что везде, во всех браузерах сейчас требуется войти со своей учетной записью. Неважно, это будет Mail.ru или Hotmail или Яндекс или Gmail аккаунт. Главное, чтобы у вас был какой-то аккаунт почты. Потому что все уведомления вы будете получать на почту. Давайте я вам открою свой Mail.ru и покажу. Я везде во всех популярных сервисах открывала себе учетную запись.
у меня в Mail.ru, а не в Mail.ru, а, по-моему, в Яндексе есть. Яндекс.ру. У меня интернет уменьшается. Нет. Что-то он долго загружается. Смотрите, в Яндекс.ру у меня тоже есть почта. Войти в почту. То есть у каждого сервиса есть свой аккаунт. Вы можете туда зарегистрировать, если у вас нету ее. Например, открыли Mail.ru, можете зарегистрировать сюда, создать почту. То есть аккаунт и почта, по сути, одно и то же. Смотрите. Так. Пожалуйста, не трогайте экран. Давайте попробуем зайти на Inbox.ru. Когда много аккаунтов, это тоже очень плохо иногда. Я часто пользуюсь только Gmail и подзабыла свои другие аккаунты. По-моему, вот так. А пароль я не помню. Если вы не помните пароль, в принципе, вы можете ее восстановить, так как вы помните свой аккаунт почты, адрес почты. Вот, набираете для этого «забыл пароль». Давайте проверим, установился ли у меня Firefox. Так, новая вкладка нам не нужна. Параметры мы включаем, не нужно. Ненужные программы сразу включаем. Загрузки тоже. Так, вот он, Firefox сам установился. Открываем Firefox. Браузеры, если так посмотреть, браузеры отличаются только вот логотипами и немножко настройками. У кого-то там этот значок расположен так, у кого-то значок расположен по-другому. Но у каждого браузера есть вот это поле поиска. Самое важное это. Кстати, сейчас подойдем к теме поисковиков. А пока я хочу, вот видите, как только вы скачали и установили браузер, она сразу у вас требует, чтобы вы зашли. Так, где это у нас? Она требовала зайти. Давайте зайдем в Википедию. Все настройки учетной записи браузера находятся всегда в правой верхней стороне. Вот после заголовка, вот после вот этой зоны синей, сразу вот верхний угол, всегда учетные записи расположены здесь во всех браузерах. Смотрите, тут надо зайти, чтобы этот браузер сохранил мои истории поиска, или если я зайду своим аккаунтом, чтобы она все туда на аккаунт сохраняла. Опять же, требуется электронная почта, видите, чтобы войти. Допустим, у меня, если нет электронной почты, тогда как я могу зайти? Войти, настроить. Ну, любую электронную почту, по сути, видимо, можно писать, потому что тут конкретно не пишется. Если бы они принимали электронную почту только определенной марки, да, тогда бы они вот здесь после пробела, например, писали бы вот так.
Да? Это означает, что вот эта часть это ваш адрес, а вот эта часть обязательная, да, то есть это Gmail. А тут не требуется, значит, я могу сюда зайти любым, в принципе, любой электронной почтой. Давайте у меня inbox.ru. Попробуем, хотя я пароль не помню. Она сейчас запросит пароль. Смотрите, Джумагуль Inbox.ru он нашел, значит, такой есть. Теперь запрашивает пароль, который я не знаю. Сейчас я попробую написать. Последний, который я помню. Так. Здесь она задает вопрос, чтобы определить, сколько мне лет, да? Допустим, 36. Указываю свой возраст. Это для безопасности. Допустим, если у вас ребенок 16 лет, этот браузер, выдавая в поисковике ему информацию, будет сортировать по его возрасту, информацию по его возрасту. Поэтому, если это школьники, конечно, браузер будет выдавать им информацию только для людей, которые достигли 15 лет. А контенты, которые рассчитаны на более старшие поколения, они уже не блокировать будут. Смотрите, далее она предлагает, что будет синхронизироваться на этом браузере. Закладки, логины, пароли, то есть то, что мы сюда учетную запись вводим, это она будет тут синхронизировать. Открытые вкладки, банковские карты, если будем использовать электронные магазины, истории, дополнения и настройки. Настройки находятся тоже рядом с учетной записью. Смотрите, вот эта часть с 3 полосками, это обычно настройки. Это не только в Firefox, это во всех, по-моему, браузерах. Так, давайте посмотрим. Это мы закрываем, это нам не нужно сейчас. Давайте посмотрим в Edge, как это установлено. Edge, оказывается, 3 точки, там чуть-чуть только отличается, видите? Вот это яблоко, это моя учетная запись, jumanurhotmail.com. Рядом вот 3 точки, это значит настройки этого браузера. Также в Firefox, если заметите, вот в правом верхнем углу требуется ваш аккаунт, а дальше вот 3 полосочки, это настройки данного браузера. То же самое в Chrome. 3 полосочки, 3 точки только уже вертикальные, а не горизонтальные. Получается, браузеры чуть-чуть только отличаются, но если искать их в верхнем правом углу, можно найти все настройки данного браузера. Ну, давайте меня зарегистрируем на Firefox. Выдаем возраст. Банковские карты, если не хотите, чтобы запоминал браузер, просто вы убираете галочку. Я, например, не хочу, чтобы он запоминал логины и пароли. Может, тоже небезопасно. Если данным компьютером пользуетесь не только вы, но и другие пользователи, тогда лучше уберите галочки, где сохраняют логины и пароли, чтобы другие пользователи не могли автоматически зайти. Так, не сохраняем. Далее вот здесь видите, это для везде, где ключик, знак ключика, это означает безопасность, либо сохранение паролей. Ключ по сути, это пароль. Не сохраняем пароли. Если этим компьютером пользуетесь только вы, и больше никому не даете, в принципе, можно сохранить, но все-таки не рекомендуется сохранять пароли везде. Лучше их хранить у себя в голове. Так, введите код подтверждения, который был отправлен. Так как я хотела восстановить пароль, она требует у меня код подтверждения.
Только я должна попасть в эту почту, что я сейчас не могу. В Firefox что мы делали? Так, восстановление доступа можно, оказывается, вот через такой email. Значит, я указывала это как дополнительный email. Есть другие способы, можем посмотреть. Я выбираю при регистрации, если вы ввели дополнительную почту и номер вашего телефона, в принципе, когда вы забыли пароль, вы можете установить новый пароль через вот эти данные, которые вы указывали при регистрации. Давайте я выбираю номер, так как он сейчас у меня под рукой. Давайте так, по-моему. И сейчас ко мне на телефон пришел СМС. СМС с кодом от Mail.ru. Обычно, если вы при заполнении данных указываете свой номер телефона и не меняете ее, обычно это очень хорошо, потому что так это все работает быстрее, и вы даже если забыли свой пароль, можете ее восстановить. 5121. Продолжаю. Теперь мне надо задать новый пароль. Так, он, видите, выдает мне информацию, что это надежный пароль. Значит, я соблюдаю некую длину, там, набор букв и цифр. В этом случае считается пароль надежным. Про пароли сейчас я вам отдельно скажу. Спасибо. Про пароли я хочу вам отдельно сказать. Сейчас, так как мы используем свои аккаунты во всевозможных устройствах, то есть не только на компьютере и на своих мобильных устройствах, поэтому желательно, чтобы у вас длина пароля была более 6, 8, 10 букв, чтобы она состояла не только из букв, но и цифр, и даже символов. Например, самые уязвимые пароли это вот 1, 2, 3, там однерки, там 6 раз, какие еще были, от 1 до 9. Вот эти временные пароли, которые вы вначале при регистрации спешите, устанавливаете, чтобы потом не забыть и потом поменять, и все так и остается, на самом деле могут быть взломаны хакерскими программами, поэтому, когда вы регистрируете новую почту или учетную запись, пожалуйста, обратите на это внимание. Пароль – это самое первое слабое звено вашего аккаунта. Если ее взломают, в принципе, хакерские программы могут проникнуть на ваш компьютер, на ваше мобильное устройство. Так как сейчас все наши имейлы, мобильные устройства, используем какие-то свои электронные кошельки, да, это небезопасно ставить на свои аккаунты слабые пароли. Поэтому многие корпорации предлагают, чтобы вы использовали наиболее надежный пароль. Видели же, я когда вводила пароль, она уже сразу проверяла надежность пароля. Да? Надежность пароля, значит, это имеется в виду, что я сохранила какую-то определенную длину символов при пароле. То есть я использовала большие буквы, маленькие буквы, наличие каких-то символов, цифр, символов. Вот этот пароль считается надежным, да, потому что не каждому в голову придет именно вот такой набор букв, цифр и знаков. Поэтому чем длиннее ваш пароль, тем лучше, чем надежнее ваш аккаунт, чем труднее ее взломать. Так, перехожу на почту. В принципе, номер телефона могу удалить, но этот номер у меня есть. А если я не уверен, что этот номер у меня скоро, ну, допустим, я перестану
использовать, тогда можно добавить еще один номер, которым я пользуюсь. Здесь выбрать регион, свой регион. Так, где наш регион? Я второй свой номер не помню, к сожалению. Ну ладно. В общем, вы можете ввести дополнительные еще номера. У всех же сейчас есть дополнительные номера. Желательно их ввести, чтобы при утере пароля, да, вот как я долгое время не пользовалась и потом не могла вспомнить пароль, тогда можно будет восстановить через номер телефона. Также можете добавить резервную почту. В этом случае, оказывается, я добавила почту другого человека, а не свою. В принципе, это я сейчас могу удалить и добавить свою почту, потому что я также не могу найти того человека, в связи с чем я его добавляла, сама не понимаю. Это тоже небезопасно. То есть, если у вас нет доступа на эту почту, в принципе, если бы у меня не было бы указано при регистрации телефон, я вот через вот этот аккаунт сейчас бы не могла зайти и восстановить свой пароль. Поэтому давай здесь я удалю этот аккаунт, как резервную почту, удаляю, добавляю свой, который я часто использую. И то они резервную почту, оказывается, сразу не удаляют. Смотрите, удаляют только 28 декабря, то есть дают какое-то время, в случае чего, вдруг если я не смогу зайти, чтобы у меня хоть была какая-то возможность заполучить код через этот аккаунт. Но я сейчас добавила свой резервный аккаунт, поэтому я спокойно теперь перехожу на почту. И вот на браузере с таким аккаунтом от Microsoft, смотрите, на браузере, то есть учетная запись браузера и электронная почта – это две разные вещи. То есть я на браузере Microsoft Edge зашла своей учетной записью Microsoft через свою Hotmail почту. Я использовала адрес своей Hotmail почты, но на этом браузере я открыла сайт Mail.ru и зашла на свою почту. То есть вот она моя почта, jumagul.inbox.ru. Поэтому надо иметь в виду, что вот эта учетная запись и учетная запись от почты может быть разной. История вашего браузера, куда вы заходили, какие новостные сайты или университеты или школы вы заходили, вот в этих вкладках сохраняются в историях вашего браузера, а она относится к этому аккаунту. То есть через этот аккаунт, если вы зайдете через другое устройство, те же истории вам будут доступны уже на другом устройстве. Допустим, я здесь искала там какую-то информацию по истории Кыргызстана, и ту же информацию, если она сохранится у меня в историях, если я зайду с таким же учетной записью на своем телефоне, то есть и там я могу найти в историях ту информацию, которую я искала на этом браузере в своем компьютере. Учетные записи в этом плане очень хороши. Так, вкратце это я вам объяснила. То есть на любой сайт, когда вы заходите, если требуется регистрация, при регистрации обязательно требуется какая-нибудь ваша почта, чтобы этот сайт данные о вашей регистрации могла отправить на вашу почту. Поэтому предлагаю вам, если у вас андроидные системы, да, желательно зарегистрироваться на почту Gmail, потому что если будете использовать сервисы Gmail, или есть такие сайты, на которые вы можете зайти своим аккаунтом Gmail, там прям так и указывается, зайдите своим аккаунтом Google или зайдите со своим аккаунтом Facebook, вы, наверное, уже сталкивались с такими. В этом случае очень хорошо иметь заранее уже зарегистрированный email
чтобы легко войти на эти сайты. Вы, как и я, можете иметь несколько электронных почт, потому что, пользуясь разными сайтами, я открывала и на Gmail, и на Inbox.ru, открывала и на Яндекс.ру. Я хотела, чтобы истории мои именно сохранялись в этих адресах, и чтобы, то есть в разных адресах сохранялись. Почему? Сейчас я вам объясню. По теме поисковики. Где наша тема? Запуск Chrome мы посмотрели. Адресную строку мы посмотрели. Вот она, адресная строка в любом браузере, где находится. Здесь так же, как и в проводнике, в принципе, можете открывать не только веб-сайты, но и файлы с вашего рабочего стола. Смотрите, вот этот браузер, он Edge. Но здесь я открыла файл со своего рабочего стола. Вот этот файл Windows.ru, PDF. А если я захочу открыть интернет-сайт, тогда вот в этой в адресной области я набираю Хабар.kg, да? Набираю адрес веб-сайта и уже попадаю туда. А также браузеры содержат в себе поисковики. У каждого браузера свой поисковик. Например, у Microsoft Edge, по-моему, это поисковик Bing называется. Это я закрыла. Почему я закрыла? Извините, сейчас открою. Насчет надежности паролей я вам объяснила. Где наша программа? Вот она. Так, давайте откроем другой программой, не Edge, а этим. Давайте масштаб изменим до 100. Хотя вам же лучше, чтобы она больше была. Так. Запуск Chrome. Вместо Chrome мы рассмотрели Firefox, так как у меня Chrome уже была установленная. Мы ее установили, посмотрели области, что из себя представляет браузер. В основном браузер это для просмотра веб-сайтов. В самом начале у нее есть адресный бар, куда вы пишете адреса веб-сайтов. Дальше идет его поисковая система. Вот она в виде этого. У Firefox она, оказывается, по умолчанию установлена Google. Поисковая система Google. В iOS, по-моему, и другие системы. И Microsoft Edge система Bing. Сейчас посмотрим виды поисковых машин. У Яндекса своя поисковая система. Раньше была очень популярная поисковая система Yahoo, но я уже долгое время не пользуюсь, поэтому я даже не знаю, он до сих пор есть, нет. Давайте попробуем открыть Yahoo и посмотреть. Но раньше, до 2010-х, Yahoo была она довольно-таки популярная. Да, он, оказывается, есть до сих пор. Дальше. И в последнее время в российском регионе очень популярным становится Яндекс-система. Вы, наверное, уже все знаете, да? Очень много сервисов у Яндекса тоже, как и у Google. Можем Яндекс.ру.
Давайте посмотрим все сервисы Яндекс.ру. Смотрите. Это сервисы Яндекс.ру, очень похожие на сервисы Гугла, то же самое. Яндекс Такси в Бишкеке очень используем. Очень популярные по всему миру становится Яндекс Такси, почта. Вот поисковик Яндекса. У каждого поисковой машины алгоритм работы отличается друг от друга. Это, в общем, очень сложная система, которая берет данные вашего браузера, берет какие-то данные пользователя, и в связи с этим он пытается найти в интернете наиболее максимально подходящую информацию, контент, допустим, да. В Яндексе желательно искать ресурсы из русскоязычных страниц. Мне кажется, она находит здесь лучше. Например, допустим, если будем искать там, ресурсы по истории там, в Средней Азии, да, она, по-моему, будет находить больше информации, так как серверные устройства, которые расположены в территории России, у них, наверное, больше доступа к ним. Смотрите, и по истории Средней Азии сколько вывел информации. В принципе, и Yahoo, и Google тоже находят, но у них алгоритм работы поисковых систем разный, поэтому они по-разному будут искать информацию. Смотрите, история Средней Азии, пишем, да? Вот она сразу выводит Википедию, допустим. Yahoo выводит Википедию, дальше идет другие веб-сайты. То есть это веб-сайты, к которым наиболее большое количество пользователей обращалось. Теперь смотрите, то, что мы нашли в Яндексе. У него на первой полосе должен быть... у него тоже на первой полосе Википедии. Значит, наибольшее количество пользователей обращаются в Википедию, когда ищут такого рода информацию. Ну, в принципе, одно и то же, Истмира. В Яху, по-моему, тоже второе было Истмира. Википедия, вторая Истмира, третье уже YouTube. Да, здесь тоже. Значит, эти три контента, значит, наиболее искаемые и находились в поисковиках, поэтому они учитывают вот это количество, сколько раз было обращено на эти сайты и насколько эти сайты надежные. То есть сами поисковые системы, у них там сложная схема, которая вычисляет, насколько вот эти сайты, которым она выдает пользователям, как сказать, репутация сайта хорошая получается. А все остальные, тут очень много, видите, 5-я, 6-я, 10-я страница. Все остальные 1000 с чем-то результатов, то есть он до последнего, то, что расположено в интернете, будет искать и находить все слова, которые включают в себя вот эти 3 слова: история Центральной Азии. То есть это могут быть и новости, и книги, и всякие упоминания о Средней Азии. Теперь давайте посмотрим, как надо задавать. Про Bing я вам сказала. Яндекс сказала. Самый наилучший на данный момент поисковик — это Google. В любом варианте мы сразу, даже в мобильных устройствах, как только мы ищем что-то, у нас появляется вот эта часть, да, для поиска, и мы сразу пишем там погода на завтра. Давайте поищем. Вот она сразу выдает нам погоду на завтра. Google, конечно, однозначно лучше всего. Дальше идет Яндекс. Вот то, что Yahoo была 3-я лучшая программа, я этого не знала. Я думала, сейчас это Bing или какой-то Mail.ru. Я думала, Yahoo еще спустилась намного ниже. Оказывается, нет.
Yahoo все еще держится. Так, теперь давайте, как можем искать информацию. На примере Google мы посмотрим. Если вот такая поисковое поле у вас не открылось на браузере, обычно она открывается, в принципе, то же самое вы можете писать вот в адресной строке. Давайте Firefox я уже закрою. В адресной строке, потому что то же самое, то, что вы здесь пишете, она ищет. Также ищет как вот внизу, если вы будете вводить здесь. Это просто для удобства пользователя, по-моему, они расположили здесь тоже. Если вдруг не догадаются написать сюда. Давайте вот эту поищем, треугольную раму со струнами. Это какой некий музыкальный инструмент. Если вам нужна какая-то информация по струнным инструментам, но вы конкретно название этого струнного инструмента не знаете, тогда вы можете задать по каким-то поисковым ключевым словам запрос, допустим, струнные. И вам будут выдавать все контенты, которые содержат слова струнные и инструменты, то есть любые из них, либо струнные, либо инструменты. Чтобы сузить поиск, вы можете использовать знаки плюс. Знак плюс означает, что вот обязательно должны содержать и струнные, и инструменты. Видите, даже сам уже предлагает, что можно искать, как только вы пишете это. Либо вы можете использовать знак минус, чтобы она не содержала конкретные слова, вот эти. То есть вам не нужны струнные инструменты, да, все остальные музыкальные инструменты нужны, только не струнные. Тогда вы набираете между ними знак минус. Вот какие именно слова она не должна учитывать. Тогда она будет из поиска учитывать именно эти запросы, вычитывать именно эти запросы и будет выдавать все остальные запросы, которые не содержат такие. Почему на минус она выводит почему-то? Давайте попробуем включить плюс. Просто они, видите, взаимосвязаны, поэтому давайте, где струнные, и на втором слове будем использовать совершенно что-то другое. Маяк. Да? Когда мы пишем струнный маяк, она будет нам выводить все слова, вот, связанные со струнным маяком. А если будем вычитывать слово маяк, обратно по такому же. Так не должно было быть. Видимо, уже поисковики не учитывают знаки препинания. Раньше знаки препинания очень хорошо использовались, чтобы найти конкретную информацию. А сейчас, видите, она уже сама предлагает, как только вы пишете сюда. И поэтому, походу, знаки препинания не особо учитывает. Попробуйте через пробел. Через пробел? Сейчас, подожди. Так, попробуем. Нет, все еще выводит. Значит, Перед маяком можно пробел убрать, вот, после струнного только. Из струнного вычитываем маяк, да, получается? Ну да. Вот в этом случае, оказывается, все поисковые запросы на струнные она находит, все, кроме маяка. Или можем попробовать в обратном порядке. Ищем все контенты со словом маяк, только вычитываем струнный. То есть он не будет искать струнный в запросе маяк. Временами ваш браузер будет запрашивать
доступ к вашим данным, например, о вашем местоположении. В принципе, если вы ищете что-то на карте, можете разрешить, потому что она будет тогда искать данные, исходя из вашего географического местоположения. Можем разрешить. Кстати, про это я еще хотела сказать, что некоторые сайты у вас требуют cookies. Это некие фрагменты данных на вашем браузере, которые учитываются, когда вы запрашиваете какой-либо веб-сайт. То есть ваш браузер обращается к серверу этого веб-сайта, и когда она просит, чтобы вы открыли моему компьютеру вот этот веб-сайт требует с моего компьютера некие данные о браузере, да, допустим, вдруг это какая-то хакерская программа, да, поэтому им нужны маленькие фрагменты данных, допустим, относительно вашего IP-адреса это может быть, или относительно каким браузером вы пользуетесь, какой версии. Иногда это важно для некоторых серверов, для безопасности и для других настроек, которые были использованы на этом сайте. Эти маленькие фрагменты или файлы данных называются cookies. И иногда они по умолчанию уже в настройках отмечаются, а иногда веб-сайты запрашивают, чтобы вы приняли это для того, чтобы данный сайт заработал так, как надо, по их настройкам. Вот. Забегая вперед, я это тоже рассказала, потому что, видите, когда вы запрашиваете в поисковике какой-то, видите, маяк, он связан с географическими расположениями, поэтому она ищет даже в картах и запрашивает у вас местоположение, географическое местоположение. Если вы разрешаете, в принципе, она будет находить от вашего расположения поблизости, вот где это находится. Вот смотрите, все, что называется маяком, поблизости меня находит. Неважно, что это. Просто ориентируется на название. Так. Что еще? Мне кажется, я что-то слишком быстро начала рассказывать. Где-то, если непонятно, мы еще раз повторим. Я просто, чтобы не сбиться, сразу начала объяснять вам. Вот виды операторов для запросов. Использование плюса мы попробовали, использование минуса попробовали. Двоеточие, по-моему, используется для тех случаев, когда вы, например, запрашиваете некий прайс-лист, да, цену чего-то, например, по-моему, если две точки, это две точки, ну, допустим, сейчас, подождите, здесь плюс-минус мы посмотрели, допустим, нам надо узнать, сколько стоит ноутбук в пределах. То есть в пределах от 200 до 300 долларов мы будем искать ноутбуки в поисковике Google. Для этого мы открываем новую вкладку. Давайте закроем вкладку «Погоду» на завтра. Мы уже посмотрели, она нам не нужна. Не будем загружать свою оперативную память компьютера. В поисковике тут, где адресный бар, либо здесь, уже на конкретном поле поисковика, набираем «Купить ноутбук» в пределах. Видите, в пределах, не конкретную цену, а в пределах 200 и 300 добавили двоеточие. И вот он по Бишкеку будет нам искать ноутбуки в пределах такой цены. Вот 271, 228. То есть не превышающие 200 и 300 долларов. Дальше две точки мы рассказали, плюс-минус мы рассказали. Знак кавычки. Кавычки мы используем, когда ищем конкретный набор слов. Допустим, это какая-то идиома,
То есть нам не нужны приблизительные данные, нам нужно конкретно какое-то словосочетание из контента. В этом случае, какая 44-я страница. Давайте прямо отсюда и скопирую, чтобы искать и показать вам. Так. Вот, применяется в случаях, когда необходимо точное совпадение слова формы. Допустим, да, телевизор Samsung более подходящий в этом случае, мне кажется. То есть будет искать только контент, состоящий из этих словосочетаний. Так, здесь поставили и здесь проставили. Shift 2, по-моему, кавычки, если кто не знает. Кавычки разные получились. Одинаковые кавычки. Так, смотрите, поисковик нам выдает веб-сайты, где конкретно вот это слово учитывается, словосочетание. Вот телевизор Samsung. Смотрите, телевизор Samsung. И она черным жирным шрифтом отмечает запрос. Вот он, телевизор Samsung, видите? Дальше. Язык запросов мы посмотрели. Кавычки мы посмотрели. Дальше звездочка. Звездочка обычно используется для пропущенных слов. В принципе, этот язык запросов вы можете использовать не только на браузерах, но и на своем компьютере. Допустим, на моем компьютере я знаю, что существует какой-то файл, но я забыла название этого файла, да? Допустим, вот давайте в изображениях будем искать, или видео, или в загрузках давайте будем искать звездочка. То есть я название не помню, пишу звездочка, но я помню формат этого. То есть я буду конкретно искать фотки, изображения. Это формат JPEG. Отдельно немножко, наверное, остановимся на форматах файлах, какие бывают расширения JPEG. Вот смотрите, как только я запускаю запрос, она мне находит на этом компьютере все файлы формата JPEG. Смотрите, все файлы формата JPEG. Вот. В принципе, язык запросов везде можете использовать на своем компьютере, либо на браузере при поиске всякой информации. Кроме этого, и у Google сервиса есть еще один такой сервис, называется Google Scholar. Она специально, это некая библиотека, скажем, научной литературы для педагогов. Она так пишется, Scholar. Ну, чтобы, когда, знаете, в это поле набираете какое-то слово, она вам из разных источников, из всевозможных источников, которые находятся в доступности в интернете, она вам выдает, то есть вытаскивает просто, да. А когда вы набираете конкретный сервис Google, Scholar, google.com, здесь вы можете искать научную литературу. То есть они в этом месте собирали научную литературу. То есть, смотрите, давайте статьи про COVID посмотрим. Вот эти, по-моему, как раз и есть библиотеки. Наверное, Elsevier, все, наверное, знаете, Oxford, Nature, это научный журнал. Смотрите, будем искать в научных ресурсах про COVID информацию. То есть это будет не новости, а конкретно научные исследования.
что нам выдает в виде PDF, как вы видите. Дальше вы можете увидеть название, смотрите, название автора, где она расположена в Академии Edu. Здесь, по-моему, идет аннотация. Дальше вы можете посмотреть похожие статьи, версии статьи и как вы можете цитировать эту статью. То есть вам не надо даже, если вы прочли эту статью и решили использовать ее в своих работах, как в списке литературы, да, в цитированиях, тогда вы просто нажимаете цитирование, и тут есть стандарты цитирования ГОСТа. В международных, по-моему, источниках используется апостиль, в российских, по-моему, источниках используется госстиль. А MLA я не знаю, если честно говоря. Мне кажется, это в каких-то американских системах используется MLA. Вот. Но самый современный, который используется во многих, которые я видела, это апостиль. Так что смело можете взять отсюда, скопировать и в следующем запросе уже искать конкретно об этом человеке. То есть, допустим, если он здесь писал именно только про COVID, да, может у него быть другие издания, научные работы. Конкретно по этому автору вы можете, допустим, не давая то есть всех Джеймс Ли можете вытащить, получается, в интернете. Вот, если будете искать какие-то источники, ресурсы в научных порталах, тогда лучше вам обращаться в поисковик Scholar Google. Так, это я вам объяснила вкратце. Смотрите, некоторые вопросы уголовной ответственности. Автором является Давтян Давид Васильевич. Краткая аннотация. Можем взять цитирование для этого, или скачать, или прочитать просто. Смотрите, опять же даются в разных форматах цитирования. У Викиакаса тоже есть свой формат цитирования. Если будете располагать на сайтах Вики, можете расположить его в таком формате. Если будете использовать госстандарты российские, тогда вот в этом формате. Но это вы, наверное, лучше меня знаете. Вот. В принципе, на этом уже все. Знак доллара, да, пропустили. Знак доллара используется чаще всего совпадение в ценах, когда вам нужна. Вы можете проставить знак доллара, например, знак доллара. Давайте вот так возьмем. Или сразу же так. Набираем в поисковик запрос со знаками доллара. Вот она обратно выдает цены. Так, дальше. Других операторов запросов, по-моему, еще есть. Это надо просто посмотреть, если вам интересно. Я обычно сильно не заморачиваюсь, если ищу какой-то научный контент, перехожу на вот Google Scholar. Если обычные, тогда пишу в поисковике, набираю. В принципе, поисковик и так вам дает наиболее лучший вариант такого контента. Например, видите, по телевизорам Samsung больше всего было обращений вот в этот магазин Супак. Значит, вам надо будет сравнить цены в Супак и в Кивано Кейджи.
А вот сайт Samsung.com, либо сам сайт плохо организован, да, либо действительно посетителей на этот сайт меньше. Ну, это уже вы находите контент и сами уже сравниваете. Так. Как искать научные ресурсы, я вам уже сказала. Также можно искать через сайты университетов или научных библиотек. Google Академия, Google Scholar на русском название Google Академия. Здесь также вы можете организовать свою учетную запись через свою почту, добавить аккаунт. Но у меня уже есть профиль Google Академии через свою почту Джумагуль, поэтому давайте дублироваться не буду, потому что вот она, вот этой учетной записи у меня уже есть Google Академия зарегистрированная. Что вас интересует? Начальное образование. Последние популярные новости были, мне кажется, касательно Норвегии, да? У них считалось самое наилучшее начальное образование. Так, образование, Норвегия, начальное образование, давайте напишем. Так, по рейтингу в школьном образовании, по-моему, Норвегия занимает последние несколько лет первенство. И вот касательно этого запроса вы можете прочитать научные статьи. Можете на русском набирать, можете на английском, на любом языке, в принципе, на каким вы владеете. И давайте попробуем. Давайте напишем. Нашли только одну статью, размещенную на eLibrary.ru, это российский сайт. Библиотека, вы, наверное, все об этом знаете. Автор статьи Джумабекова. Вот она была опубликована в журнале «Известия вузов Кыргызстана» в 2015 году. Можем посмотреть других авторов, если нет. Нет, оказывается, один автор. Вот, роль уполномоченного по правам человека при установлении ликвидации нарушений прав человека. Что-то это не про образование. Видимо, в самом контексте где-то содержится. Вот она. Да, Недаджана, Норвегия, да. Но это не касается образования. Просто слово, которое содержится, слово Норвегия нашла. Видите, Норвега, да. Так, вроде я вам все объяснила про браузеры, как можно загрузить, установить браузеры, где надо смотреть в настройках, что. Сейчас многие приложения работают через браузер, если заметили, и Zoom работает через браузер, то есть вы можете приложение Zoom загрузить себе на компьютер, либо вы можете напрямую работать через браузер. Вот он, либо можете загрузить, либо работать. Также сервисы Google, на следующей неделе мы пройдем, и они не требуют загрузки на ваш компьютер, они прямиком работают через браузер. Сейчас я вам покажу некоторые сервисы. Вот они. Вот приложения, сервисы Google, которые работают прямиком на вашем браузере. То есть в реальном времени, пока вы находитесь в браузере, вы можете уже обрабатывать всякие виды документов, преподавать, делать видео-встречи, переписываться. В общем, все возможные сервисы Google
И многие браузеры почему становятся популярными из-за этого, потому что уже многие позволяют работать прямиком на браузере, а это требует дополнительных настроек, то есть вы на вашем браузере должны хорошо настроить. По умолчанию обычно все есть, но если вдруг вы испортили настройки, да, надо будет во все эти разделы зайти и посмотреть. Например, вот видите, мой аккаунт синхронизируется. Файлы и куки данных сайтов. Я могу очистить историю. Допустим, если мне история не нужна, я могу очистить время от времени, потому что это также накапливается в какой-то части браузера. Иногда из-за этого вот прям изначально, если вот как я загрузили Firefox и подряд 5-6 лет не чистили ее и не обновляли этот браузер, она со временем начинает медленнее работать, так как в самом браузере накапливается много ненужных файлов, которые мешают ему работать. Так как многие файлы, которые мы не видим, они работают в фоновом режиме, как вот эти файлы в области уведомлений. Например, мы используем только эти приложения, на самом деле работают все вот эти остальные приложения, которые скрыты в области уведомлений. Это могут быть файлы обновления системы, это может быть антивирус. Антивирус, он постоянно работает, просто мы на это не обращаем внимания. То есть наша работа не связана с этим, просто иногда можем ее запускать, когда будем использовать какие-то внешние носители, будем подключать на свой компьютер и, если захотим, отсканировать на наличие антивируса. Да? Ну и редко, когда совсем затормаживается работа системы, мы запускаем антивирус, хотя она всегда в реальном времени активна и работает, и сканирует вашу систему от угроз, от неправильных приложений, от пиратских программ. Вот еще один. Сейчас немножко передвинем, чтобы вам видно было. Также здесь находится громкость, регулирование громкости, то есть для быстрого доступа, чтобы вдруг, если меня не слышно или вас мне не слышно, я сразу нажимаю на эту громкость, передвигаю ползунок, чтобы настроить звук громкости. Это очень необходимая вещь. Или же проверить настройки своего интернета, соединение интернета. Я использую Wi-Fi, смотрите. Я вижу, что она подключена и защищена, я ничего не трогаю. Иногда бывает, вдруг, когда работаете, пропадает интернет, значит, вот здесь значок пропадает или появляется знак крестика. Это означает, что у вас либо кабель отсоединился от вашего компьютера, либо если вы сидите на Wi-Fi, на устройстве Wi-Fi пропал интернет, или что-то случилось с вашей системой. В этом случае надо будет сперва попробовать переподключиться на данный Wi-Fi, который вы знаете, пароль. Я, например, вот на эти Wi-Fi не знаю пароль, поэтому не могу подключиться. Как мы находим Wi-Fi соединение? По названию устройства. Например, мой роутер я специально так назвала, чтобы находить среди остальных роутеров, потому что, видите, по соседству очень много разных соединений по Wi-Fi, и поэтому я нахожу только свой, и захожу на этот со своим паролем. Например, вот на этот я не смогу зайти, потому что там у меня нету пароля. Так, остальное здесь устройство для записи. Вот для микрофона я недавно копалась, поэтому она там осталась в системе в области уведомлений. Еще я вам советую, если когда будете выполнять задание, если не умеете использовать print-screen, захват экрана, хотя она находится на вашем клавиатуре. Давайте напишем клавиатура. Экранную клавиатуру открываем. На вашей клавиатуре есть кнопка Print Screen. Print Screen, она помогает вам
захватить экран, допустим, когда я что-либо объясняю, если вам нужно конкретно вот это место, да, чтобы вы сфотографировать ее, так скажем, да, как в устройствах, мобильных устройствах делаем скриншот. Здесь также работает print screen. Вот нажимаем на кнопку print screen, появляется, видите, select area, то есть выберите область, где вы хотите сделать фотографию. Я выбираю вот эту область. Мне нужна она. Я ее копирую, либо сразу же сохраняю, либо же делюсь с другими аккаунтами. Давайте, я обычно копирую ее, либо сохраняю на рабочий стол. Вот указываю место, куда она сохраняется. То есть автоматом она указывает рабочий стол, но я могу сохранить в библиотеке изображение, так как это файл формата PNG изображение. И вот, куда она сохранилась. Заходим в мой компьютер, библиотеку. Можете зайти. Вот мой компьютер. Вот в этой части отображается библиотека. Я сохранила свой файл в изображениях. Вот она, скриншот. А также используйте, есть небольшие программки такие, которые помогают вам. Я уже ее нажать успела, оказывается. Смотрите, если у вас такой программки нет, которая print screen, она в принципе полностью отсюда весь ваш рабочий стол фотографирует. Если вам не нужно, и вам нужно сохранить только определенную часть на вашем мониторе, тогда вот используйте комбинацию клавиш Windows, Shift и латинская буква S, Screen. Почему не меняется? Windows, Shift, S. Windows, Shift, S. Вот смотрите, появляется вот такое окно, подсказка, какого вида вы хотите в прямоугольном виде захватить экран или в какой-то произвольной форме, либо все окно, либо весь экран. Давайте сперва попробуем в виде прямоугольника, да? Для этого я перехожу, давайте уменьшим, обратно, Windows Shift S, Screen, выбираю прямоугольник и выбираю область, где я хочу сделать снимок. Мне нужна вот конкретно вот эта область, да? Иногда бывает, что вы своим студентам, когда что-то объясняете, у них вот эта штука не отображается, то, что у вас на экране. И чтобы конкретно показать, какую область вы им описываете, можете отправить в группу, например, вот захват экрана. Вот она. Копируете, сохраняете или сразу можете вставить. Иногда я использую просто Word для этих целей. Если у вас нет офисной программы, по-моему, есть встроенная программа до сих пор, WordPad. Она весит меньше, чем WordPad, но, естественно, здесь меньше функций для управления и редактирования текста. Но в плане того, что она весит меньше и меньше функций, я иногда для таких небольших файлов использую WordPad. А если совсем без фотографий, просто тексты набираю, тогда я использую Notepad. Notepad это совершенно такая по умолчанию устанавливается. Она помогает набирать минимальные что-то, да, для редактирования текста, или, допустим, мне временно нужно набрать какой-то текст, но для этого я не могу ждать, пока Word откроется. Notepad открывается буквально, вот она открывается через пуск, также можете вы ее расположить
в удобном месте. У меня он всегда под рукой. Давайте ее вытащим сюда. Потому что он быстрее всех открывается. Так как не содержит больших инструментов, небольшая программка. Поэтому иногда я там, допустим, срочно надо написать телефон, да, чей-то. Я в этом случае использую, чтобы не загружать остальные программы. То есть для быстрой работы она очень хороша. Но, конечно, вы там никак не можете редактировать, ну, очень мало функций для редактирования, да. Мне кажется, я сейчас немножко прыгаю из одного в другое, но все это вам пригодится при работе. То есть не надо все пихать в Word, когда вам, допустим, нужны всего лишь какая-то временная информация, которую вы можете потом удалить, записать, поговорить и удалить, да, которую вам не обязательно сохранять в вашем компьютере. То есть место в вашем компьютере ограничено. Имейте в виду, я стараюсь каждые полгода сортировать свои данные и удалять с компьютера, то есть из C переводить на D только важные мне данные, и то набирается столько, смотрите, у меня хард-диск с объемом 1 терабайт, а осталось всего вот столько пустого места, что на D, что на C. Хотя на C мы устанавливаем только программы, и я стараюсь файлы свои не копить, но все равно вот так получается. Потому что когда много файлов открываете и сохраняете на вашем рабочем столе, по сути, она, получается, занимает место у вас в этой части, в системной части, да, в системной части. Поэтому старайтесь вот эту локальный диск C меньше использовать, лучше все это перетаскивать в D, тогда у вас система быстрее будет загружаться, и работать будет как-то легче, и в случае поломки и устранения ошибок системных будет вам как-то легче, и угроз потери данных будет меньше. Так. Далее еще одно важное, что я вам хотела сказать, это про захват экрана я вам сказала. Вы это будете использовать, допустим, при исполнении заданий. Я вам даю задание одно, да, я скажу, покажите область на браузере, куда надо вводить поисковые запросы. Вы это словами долго будете описывать, поэтому если вы знаете конкретно это где, вы можете использовать print-screen, захват экрана, и указать конкретно, например, в данном случае на браузере Firefox, вот она поисковая система, где указана. Вам маленькая подсказочка. И если заранее вы подготовите свои задания, потом на сайт РПК вы просто загрузите свой файл. Давайте сохраним ее временно на рабочий стол, так как на этой неделе у нас очень насыщенная программа, и все время мы будем находиться в рабочем столе. Давайте ее назовем задание по Windows. И сохраняем на рабочем столе. Кстати, я вам вначале забыла у вас спросить, сколько из вас сегодня сидят за компьютером и сколько из вас наблюдают через мобильные приложения. Потому что вот пока я показываю, вы могли бы у себя то же самое попрактиковать, потому что мы столько же времени провели, пока я объясняла, вы могли сразу же на месте попрактиковаться и задать вопросы по практике. Вот это поисковик на браузере. Вот эта часть, раздел, где надо ввести электронный адрес, аккаунт, а вот эта часть поисковик на данном браузере. Вот захват экрана как используется, я вам сказала. Давайте не сохранять, нет, не нужно. Виды браузеров популярных я вам сказала. Номер один, по крайней мере, по рейтингу сейчас Chrome. И не только на PC, то есть на персональных компьютерах, но и на андроидных устройствах, на мобильных устройствах. Все сейчас
используют Google Chrome. Ну, не учитывая iOS-системы, у них, по-моему, там свой браузер по умолчанию, как у Microsoft Edge, у них там Safari, но тем не менее я вижу многих людей, которые дополнительно устанавливают себе Google Chrome и пользуются, так как пользуются приложениями Google, они используют для этого Google Chrome. То есть Chrome как раз предназначен для этих приложений, для этих систем, поэтому она уже изначально настроена для них. Да? Вам будет легче. Вот. Кроме него мы рассмотрели Microsoft Edge. Тут вы можете открыть свой аккаунт на Microsoft, потому что Windows-система связана с майкрософтскими пользовательскими логинами, учетными записями. Я вам до этого показывала, что раньше, если мы просто при установке системы обозначали некоего пользователя, да, теперь этому пользователю привязывают учетную запись. То есть к этому принуждают нас системы. Почему? Потому что многие приложения сейчас работают не только на вашей системе, но они работают в интернете, в облаке, в облачных системах, сервисах. Вы замечали, что все фотографии на вашем телефоне вдруг оказываются, то есть через другой аккаунт вы тоже можете просматривать. Вот это синхронизация учетной записи, что позволяет использовать в разных устройствах в одном сервисе. То есть это для удобства пользователей. Раньше у Windows, например, не было, но сейчас, видите, они тоже добавили. И если будете использовать сервисы Microsoft, тогда лучше использовать браузер Microsoft Edge. Для Google сервисов предлагают Google Chrome. Для всех остальных, например, допустим, вы знаете программу, которая лучше всех работает на Firefox, да, тогда вы можете установить Firefox. Ну, мне кажется, сейчас надо устанавливать несколько браузеров на ваших устройствах, чтобы вдруг, если будут какие-то неполадки в одном браузере, вы можете смело открывать этот же в втором браузере, но для этого вы должны помнить свою электронную почту, чтобы зайти, потому что как вы только открываете, она требует учетную запись. Иногда требует, иногда не обязательно, но если вы заходите без учетной записи, она не сохраняет данные или историю браузера, которую вы открывали на этом браузере. Иногда это удобно, может, вы и не хотели, чтобы браузер ваш привязывал историю на браузере к вашему аккаунту, да, но в большинстве случаев, так как мы интернет используем для работы, это очень удобно, когда все ваши запросы, истории работы на браузере сохраняются на вашей учетной записи. Вот. Мне кажется, я быстро рассказала про браузеры, про поисковые системы. Про поисковые системы я сильно углубляться не стала, потому что действительно они разрабатывались годами. В поисковых системах работает метод искусственного интеллекта, даже есть такое понятие как же это было? Ну, в общем, учитываются всякие статистические данные, не только машины, да, браузера, но и персональных данных. То есть, допустим, у меня же, у них на браузере же есть мой учетный запись, то есть они знают, сколько мне лет, какая информация меня в интернете интересует, да, и вот искусственный интеллект, который они используют, или статистическая машина, которую они используют в этих поисковиках, приблизительно будет постоянно предлагать мне, допустим, когда я открываю какой-то сайт, уже будут предлагать мне определенные виды контента, допустим, если это фильмы, если это музыка, если это какая-то литература или же интернет-магазины, да, вот они будут учитывать на эти данные персонализации вашей.
Поэтому иногда надо немножечко подумать перед тем, как учитывать, указывать, допустим, не знаю, ваш конкретный адрес проживания, да, либо что еще может быть, утечь информация. Ну, если они будут знать адрес электронной почты, ничего страшного. Но если они будут знать, допустим, привязанную карточку вашей банковской карточки, ну, это уже небезопасно. Но желательно такие данные надо стараться не сохранять. Вот. Я сама не активный пользователь интернет-магазинов. Я пока что не очень-то доверяю. Но я вот смотрю, Лалафо, Эльсом, некоторые банки, Мегапей, О кошелек. У нас много сервисов, которые используются, iBanking системы банковские, да, используются и вроде вполне успешно. Особенно в период пандемии это было очень удобно, потому что можно было совершать всевозможные оплаты через интернет. Это очень удобно, с одной стороны, но вы должны учитывать, чтобы хотя бы пароли на вашем браузере не сохранялись. Для этого всегда вот перепроверяйте или время от времени меняйте пароль. Не ленитесь, просто меняйте пароли раз в полгода, раз в 3. И иногда бывает, что на ваш телефон постоянно приходит уведомление, что пытаются зайти на ваш телефон, да. Это не зря, то есть Google замечает какие-то сомнительные действия, которые, допустим, сайты, которые пытались использовать ваш электронный адрес, да, и если они пытались через нее войти в другие системы, а вы находились в это время совершенно в другом месте и не могли зайти на эти сайты, тогда Google оповещает уже вот сомнительные действия. У меня такое было, знаете, я уезжая куда-то, там была разница во времени 2 часа, я забыла поменять на своем телефоне время по Бишкеку. То есть у меня там, хотя было время 2 часа назад, осталось время по Бишкеку. И когда я из другой страны пыталась зайти в свой аккаунт, на мой телефон приходило уведомление от Google, что ну, я как бы по данным моего телефона, я же нахожусь в Бишкеке, а через браузер пытаются зайти на мой аккаунт. И они отправляли сообщение на мой телефон, типа вот сомнительная попытка доступа на ваш телефон, на ваш аккаунт. Тогда приходит, здесь я, оказывается, поудаляла, обычно приходят такие уведомления, и если ты открываешь, если ты конкретно это ты разрешаешь, подтверждаешь, что это ты, только в том случае ты можешь попасть на свою почту. Вот. Так, что вам еще хотела сказать? Работая на браузерах, пожалуйста, не открывайте много вкладок. Я вас очень прошу, потому что это действительно замедляет работу на браузере, потому что сейчас браузеры наши практически работают как приложения отдельные, и они сильно загружают и ваш процессор, и оперативную память, и себя. Поэтому чем меньше вкладок вы будете открывать, которые действительно вам нужны, например, вот эту вкладку я могла открывать не здесь на браузере, а в отдельной программе для просмотра PDF-файлов. Вот я ее уже открывала через Acrobat, поэтому она мне там не нужна на браузере. Так, Word-файл тоже закрываю, мне не нужен. Просмотр через проводник я вам уже сказала. Вот видите, все файлы, все эти просмотренные в проводнике, они группируются и не вот так по всему панели задач располагаются, а группами. Вы можете навести и переходить из этих. Вот я была в загрузках, загрузки мне не нужны. Я потом искала файл в виде в формате JPEG. Могу это закрыть, мне уже не нужно. Тут я искала Zoom, программу Zoom, я ее нашла, можно закрыть. То есть
все вот эти открытые окна, да, они мешают для вашей работы. Поэтому желательно работать с наименьшим количеством, если это позволяет. Но если вы мультифункциональный, да, многофункциональный человек, и вам по долгу работы приходится открывать множество разных, то есть и ваш браузер, и несколько текстовых редакторов, вы, допустим, сопоставляете эти данные еще с другими данными, и постоянно у вас на виду должны быть открыты миллион разных приложений, тогда, естественно, ваш компьютер должен быть получше, обладать хорошими данными, либо старайтесь не загружать и отделять содержимое своих данных. Например, в данном случае я использую для временных файлов просто блокнот, чтобы меньше тратить процессор. 11 класс. Так, вот этот ярлык кто-то хотел, да, спросить? Давайте так сделаем. Дадим перерыв 15:50 уже почти. Давайте отлучимся на 10-минутный перерыв. И остальное время с 4 до 6 мы можем, в принципе, потратить на практическую часть. Те участники и слушатели, которые сидят за своим компьютером, в принципе, в это время вы можете задавать мне вопросы, попробовать сделать практические занятия. Например, как быстро сохранить свои файлы, как перенести, как переименовать. Что еще? Как вот использовать клавиатуру, экранную клавиатуру. Мы сейчас ее закроем, она нам уже больше не нужна. Как разместить значки в этой задаче панель, или наоборот открепить их ненужные. Давайте вот эту штуку открепим, потому что она у меня уже здесь есть. Мне здесь она не нужна, это лишнее. Открепляю от панели задач. И здесь у меня тоже минимальное количество программ. И здесь на рабочем столе я отделяю свои созданные файлы от системных файлов. Что мы еще не рассмотрели? По-моему, почти все. Есть вопросы? Давайте я вам, участникам, открою микрофон. Да и уже время перерыва. Азиз, ты здесь? Азиз, можешь включить микрофоны участникам? У кого есть вопросы, вот кто руку поднимает, прямо здесь я, оказывается, не могу включить ваш микрофон. Я потеряла эти настройки. По-моему, вы здесь. Я не отключала, получается. Давайте попробуем. 10 минут, хорошо. Тогда давайте поговорим после перерыва. Ранее я вам показывала, как можно регистрироваться на разных браузерах, когда требуется ваша учетная запись. Вот адрес сайта. Ее еще вышлют представители РБК. Если у вас есть учетная запись на этот сайт, вы заходите вот с этого места, правый верхний угол вход. Если у вас нет учетной записи на этом сайте, вы можете создать свою учетную запись. Если проделаете это заранее, следующему лектору будет вам легче объяснить, потому что у нее тоже очень сжатое время. Например, придумайте свой логин. Например, в моем случае это Джумагуль. Можете использовать свое имя или фамилия. Задайте здесь пароль в поле пароля.
Обязательно учитывайте то, что я вам говорила при составлении пароля. Дальше указывайте электронный адрес, которым вы часто используете. Не надо что-то придумывать. Например, я часто использую свой электрон. Желательно мы будем использовать Gmail аккаунты, поэтому, пожалуйста, у кого нет Gmail аккаунта, создайте себе Gmail аккаунт. Адрес электронной почты еще раз здесь указываете, повторно указываете. Сейчас я вам покажу, у кого нет Gmail аккаунта или не знаете об этом, я вам покажу, как открыть новый аккаунт на сервисе Gmail. Здесь обязательно указываете ваше имя и фамилию, потому что в системе потом мы, когда будем оценивать вашу работу, это все учитывается. Поэтому заранее, пожалуйста, я поняла, что многие участники, особенно когда они бывают в интернете, в виртуальном мире, себя физического не могут сопоставить себя электронного гражданина. И у многих, например, вместо имени пишется какой-то каламбур, например, это, там, не знаю, какой-то кот Вася или что-то такое без фамилии, да, что-то такое придумывают, так как эти поля, они же не могут подтвердить вашу персону. То есть, в принципе, вы вот в эти поля можете ввести все, что угодно, но желательно вводить свое имя, иначе мы не можем проставить вам баллы в системе. Поэтому, пожалуйста, что попало сюда, не пишите, конкретно пишите свое имя, настоящее имя и фамилию. Так, город проживания, страну обязательно указывайте, создайте свой аккаунт. На данном сайте у меня есть аккаунт, поэтому я сейчас не создаю. Видите, вот небольшой регистрацию, вот небольшая часть составляет всего лишь. Обязательно запоминайте свой логин. Правда, эти данные, которые вы здесь заполняли, потом эта система отправит вам на ваш email, который вы указали. Только главное, чтобы вот этот был существующий email. То есть, если вы сюда что попало напишите, вот эти регистрационные данные уйдут к этому человеку, которого вы указали. Поэтому желательно, чтобы это была ваша учетная запись, ваша почта. Давайте еще покажу. Если у вас нет в сервисе Gmail вашего аккаунта, открываете Chrome на вашем устройстве. Это персональный компьютер или мобильный телефон, и нет разницы. Набирайте gmail.com. Набирайте gmail.com. Это для тех, у кого нет учетной записи. Для тех, у кого есть, сразу пишите ваш адрес и заходите, чтобы проверить наличие. Пожалуйста, проделайте это заранее, потому что в следующих курсах вы это будете активно использовать, вашу почту, вашу учетную запись, поэтому до этого, пожалуйста, будьте подготовленными. Либо у кого есть аккаунт, сразу можете написать, а у кого нет, надо вам создать аккаунт. Создать для себя выбираете. Также набираете имя, фамилия для подтверждения вашей персоны. Например, Джумагуль. Да? Можете латиницей, можете кириллицей. Вот эту часть обычно. В этой части указываете адрес электронной почты. Например, если открываю новую учетную запись, я не могу еще раз набрать jumagul@gmail.com, потому что, видите, система уже сама предупреждает меня, что это имя уже занято. То есть я должна, если, допустим, уже с таким именем почта существует, выбираем что-то другое и проверяем, есть ли свободна ли вот с таким названием почта. Нет, говорится, что это пользователь уже есть. Давайте тогда попробуем создать от имени фамилии. Тоже занято. Можно так. По-моему, я таким образом не использовала. Да, вот такая почта с таким адресом оказывается свободная. Видите, перестала красным мне указывать.
Дальше я заполняю пароль, придумываю пароль, обязательно запоминаете, потому что новички, я поняла, что пароль, временно какой-то пароль вводят, лишь бы зайти на этот аккаунт, потом мгновенно забывают этот пароль. Я сейчас произвольно набираю какие-то цифры, сама не знаю какие. Если вы не понимаете, можете сюда на галочку нажать, где показать пароль. И вот видите, вот этот пароль не совпадает с этим паролем. Тогда система не будет создавать вам аккаунт до тех пор, пока оба пароля не будут одинаковыми. Поэтому при создании пароля, еще раз напоминаю, обязательно учитывайте и читайте предупреждение системы. Смотрите, тут пишется, пароль должен содержать не менее 8 знаков. То есть 8 знаков, из них это буквы, цифры и специальные символы. То есть в этом случае пароль будет считаться надежным. Да? Давайте приблизительно вот так напишем. И там какой-нибудь знак. И обязательно подтверждение пароля должно быть одинаковый пароль. Обязательно знак. В этом случае давайте проверим, она будет ли создавать мне аккаунт. Войти. Ой, сейчас подождите, я передвину это окошко. Далее переходим на следующую страницу. Смотрите, в этой части, в первой странице мы указывали только имя, фамилия, регистрировали какой-то адрес для электронной почты, назначали пароль. Во второй части убедительная просьба этот аккаунт привязать к вашему телефонному номеру, потому что сейчас все приложения привязываются к какому-то определенному номеру оператора. В данном случае вот мой телефон, набираю. И обязательно запоминайте, какой номер набираете, потому что в случае чего, если вы забыли пароль, да, вы можете пароль восстановить с помощью вашего телефона. Вот для этого она и указывается тут. Нажимаем «Далее». На этот номер придет сейчас код подтверждения от Google сервиса. Надо проверить свой телефон. В сообщениях вот уже пришло. Я ввожу код подтверждения с телефона. Вот, то есть подтверждаю, что действительно человек вот с этим номером это я. Если вы сюда не можете набрать тот код, который пришел на ваш телефон, тогда вы не сможете создать аккаунт. Поэтому везде, пожалуйста, будьте аккуратны. Так, смотрите, что он говорит. Просит указать резервный адрес. Допустим, если я забуду, да, забуду пароль или потеряю вот этот номер, у меня должен быть еще резервный ресурс, откуда я могу восстановить свой аккаунт Нуракон Джумагуль Gmail. Для этого давайте я введу уже мой существующий email адрес, чтобы в случае чего я могла через нее восстановить свой этот аккаунт. Здесь я указываю год рождения. День рождения. Ой, день рождения и год рождения. Месяц и год. Да. Это тоже для вас пригодится в случае чего там вы, допустим, совершенно забыли ваши электронные адреса, да, в этом случае и телефон, номер потеряли, в этом случае вы хотя бы помните свой год рождения. Правильно? Тогда вы ее указываете, и когда вы несколько раз будете пытаться открыть свой вот этот аккаунт и не можете вспомнить, система будет проверять по году рождения. Желательно год рождения тоже не рассказывать всем подряд. Пол можете указать или не указать, это зависит от вас. Видите, Google стал очень таким, как это называется, толерантным, но я определенно знаю, кем я являюсь. Нажимаю «Далее». Еще другие варианты, если вы хотите еще добавить номер телефона, даются другие варианты. Вот для чего используется номер телефона в сервисах Google. Здесь подробнее описывает, можете открыть, прочитать.
добавляем номер, либо пропускаем эту часть. Потому что ранее я уже добавила номер, я могу сейчас пропустить эту часть, пропускаю. Условия конфиденциальности обязательно прочитайте, пожалуйста, потому что это важно. На самом деле многие просто читают, а потом не понимают, как работают сервисы Google. Поэтому, когда открываете какую-то учетную запись, желательно вот вкратце хотя бы прочитать, чтобы у вас была какая-то информация об этих сервисах. Вот как только прочитали про сервисы Google, вот тут сразу же даются настройки, что я могу, например, с этим аккаунтом я хочу сохранять мою историю приложений, или я хочу не сохранять мою историю приложений. Для персонализации рекламы, да, показывать рекламу, которую вы ищете, или не показывать. Но это, видите, вам дается выбор. Это тоже хорошо. Я, например, не хочу рекламу никакую. История YouTube мне обязательно нужна, поэтому я всегда оставляю, чтобы все время не вводить в поле запроса, в поиск одни и те же слова. Или вы можете не сохранять, это зависит от вас, от ваших предпочтений. Далее можете отметить вот эту часть, где говорится, что время от времени надо отправлять напоминания об этих настройках. Вдруг вы в течение какого-то времени надумаете, что вам нужны некоторые настройки, которые вы изначально тут настроили, захотите поменять, а тут она уже вам в уведомлениях отправлю на e-mail, и тогда вы можете обратно изменить. Например, вдруг вы не захотите сохранять историю YouTube и другие настройки. Я принимаю. Вот у меня открывается новый аккаунт. Что случилось? Сайт Google. Рефреш. Время от времени бывает, так как пользователей Google Mail очень много. Возможно, у них серверы в какую-то долю секунды не работает иногда, но это не страшно. Просто нажимайте на клавишу F5, Refresh, обновить браузер. Вот начальный первый аккаунт, ваш аккаунт. Тут даются некоторые подсказки. Видите, вот в этом разделе, что у вас расположено, Google Meet, раздел. Раньше она находилась вот в этой части. В приложениях было скрыто, и многие не могли найти буквально. А теперь они в связи с пандемией, что многие люди сидят на удаленке, поэтому эту часть сервисов они вытащили сюда для удобства пользования. Окей, я в курсе этого. В этой части будут расположены ваши переписки, то есть ваши имейлы. Пока что у меня в имейлах ничего нет, только от команды Google какое-то письмо о том, что я открыла свой аккаунт у них на сервисе. Можете тут тоже посмотреть, потому что тут они дают разные подсказки, то есть обучающие какие-то подсказки идут. Можете, если у вас есть время, просмотреть это все. А так вот мы уже открыли аккаунт совершенно новый. У меня, например, не было такого аккаунта. Теперь я могу с этим аккаунтом зарегистрироваться на сайте РИПК. До этого я не могла регистрироваться. Вот здесь у меня уже такой аккаунт есть, поэтому сюда я использую новый мой аккаунт. В данном случае вы так будете делать. Вот эту часть я беру. Смотрите. Правда, очень длинный электронный адрес получился, но ничего страшного. По крайней мере, люди, которые это можно, я могу использовать это в официальных переписках, так как адрес электронной почты содержит мою фамилию и мое имя. Поэтому и людям будет ориентироваться легче, зная сразу мою фамилию и имя. Так, здесь исправлено J. Пароль. В поле пароля желательно свое имя или... Поближе держать микрофон.
в поле пароля, пожалуйста, не используйте свое имя или те же вот эти буквы, которые вы использовали для адреса своей почты. Потому что она сама, во-первых, она уже сама по системе сейчас умные, они сами не принимают. Но даже если это примет, это будет очень слабый пароль. Любой другой человек, который захочет вас взломать, может использовать уже готовый адрес электронной почты. Поэтому давайте придумаем что-то другое. Микрофон вы сейчас на данный момент слишком близко держите. Это уже как бы... Кричу, да, получается, на это. Вот, надо на определенное расстояние, чтобы нам легче было слышать, услышать вас. Да. Вот, то есть я сейчас на сайте РИПК создаю свою учетную запись, новую учетную запись. Я буду логиниться, буду использовать вот такой логин, имя пользователя на данном сайте, задала пароль. Еще раз, чтобы я не забыла. Здесь указала адрес электронной почты. Далее я указала имя, фамилию, город, страну. Создаю мой новый аккаунт. Так, что он говорит? Что такой пользователь уже есть. Давайте тогда изменю имя пользователя. Возможно, если у вас есть одинаковые имена, да, Назира, Джумагуль, Нурлан, возможно, вы будете друг друга перебивать, поэтому, если так не принимает, попробуйте через фамилию свою создать логин. Создать новый аккаунт. Вот. Мой аккаунт создался. На указанный электронный адрес, который мы создали заранее, отправлено письмо с простыми инструкциями. Переходим на свою почту, которую мы открыли, и смотрим. Вот письмо пришло от админ РИПК. Электронные курсы. Открываем и подтверждаем свою учетную запись. Для подтверждения учетной записи надо пройти по следующему линку. То есть, получается, мы активируем свой аккаунт на данном сайте. Нажимаем на линк, переходим на тот сайт. Сразу вот он направляет нас на тот сайт. Смотрите, уже здесь пишется «Спасибо, Джумагуль Нуракун, за регистрацию». Продолжаем. Дальше вот курсы, которые мы будем проходить на этой неделе. Сегодня мы начали вот с этого раздела ИКТ в школах Кыргызстана. Можете смело зайти сюда. Функционал этого сайта вы пройдете в пятницу. По расписанию было так. Наш лектор вам объяснит, как работать здесь, как создавать курсы. По-моему, не здесь, а у вас будет какой-то тестовый сайт, где вы будете учиться создавать свои курсы на такой системе. А на данный момент я не могу записаться на курс, потому что только определенный список пользователей будет регистрировано, но заранее вы должны создать учетную запись. То есть она будет высвечиваться у вас вот здесь. Тут, наверное, администраторы сайта подтверждают вашу учетную запись. Только после этого вы можете зайти на курсы определенные. Вот пока что это. Теперь давайте по заданию я отсюда выйду. Вы потом можете, да, меня, администраторы, можете, да, удалить, потому что у меня уже есть этот сайт, чтобы лишний раз не было дупликата, или Рита потом может использовать ее в виде тестового пользователя. Или оставите. В принципе, я могу ей дать логин этого пользователя. Смотрите, теперь я хочу вам показать. Эту часть я закрываю, мне не нужна. Так, это тоже мне не нужно. Теперь я вам хочу показать свою часть. Смотрите.
После того, как вы научитесь зайти на этот сайт и как администраторы вас зарегистрируют, вы можете попасть вот в такую навигацию с правой стороны ИКТ в школах Кыргызстана. Вот по расписанию просто будете проходить на разные курсы и получать оттуда пособие, сдавать тесты и выполнять практические задания. Тесты представлены, обычные тесты, которые вы знаете, электронные тесты, где надо выбирать на ответы определенные варианты. Практические задания я сделала в виде Word-документов. Вы тоже должны выполнить практические задания в виде Word-документов. Давайте завершу редактирование. Вот. Для практического задания я написала тут необходимые условия. Вам надо скачать файл задания, выполнить задание на вашем компьютере и загрузить этот файл обратно в систему, чтобы я могла оценить вашу работу. Максимальное количество баллов 50 для задания операционной системы Windows. Так. Следующее у вас задание, то, что мы проходили после обеда, это практическое задание ИКТ для начинающих. Это вот часть, тот раздел, где мы проходили про браузеры. Тут тоже есть практическое задание, там сколько вопросов не помню, как откроете, увидите, вот оно, файл заданий. Зарлык, а я могу задание уже высылать им через группу, чтобы они потренировались? Да, конечно. Да? Конечно, мы попросим наших представителей. Вы тоже там, да? Вы именно в группе WhatsApp? Нет, меня нету. Ага. Ну, мы тогда представителям РИПК отправим все эти данные, мы передадим, ваши учебные материалы, а также, например, ссылку на видео, и все задачи вы получите на электронную почту, либо на WhatsApp. Так что у вас это все будет. Задание я открываю с 14 декабря по 23 декабря, чтобы в этот период вы успели. 24, даже 25. На самом деле мы можем его продлить. Это мы... До какого числа скажете, я могу, в принципе. Ага. Там задания несложные, буквально по 5-10 вопросов. Мы давайте сделаем до 26-го, да? А потом мы подумаем, любой момент мы можем продлить. Это надо будет мне узнавать у руководства РИПК. Ага. Да, в принципе, вот с этого понедельника до следующей пятницы, в принципе, можем оставить открытым. В любой момент можно будет сделать. Если вы согласуете. Ну, пока по расписанию, давайте оставим 24 декабря, чтобы я могла здесь сохранить. Джима, Да? вы именно вот технические моменты, вы объясните именно то, что они должны выполнить, да, а так технические моменты вы сами можете это делать, нам не обязательно его показывать. Хорошо. Угу. Я вам вышлю практическое задание в виде Word-файла. Вы просто выполняйте задание там, прям... Потом храните у себя пока. Да. Как только вы научитесь, как правильно пользоваться Moodle, там просто задание вы загрузите на Moodle. У вас будет как раз там практические занятия, да, где под руководством будете загружать и научитесь правильно загружать как бы ваши практические работы в виде файлов, в виде изображений и так далее. Различные формы там можно применять, использовать. И именно в рамках курса Moodle вы как раз научитесь, как пользоваться этой системой.